Ахмедзянова. Для приготовления нам понадобится 2 полуфабриката. Один полуфабрикат – это тесто, второй полуфабрикат – это начинка. Тесто для ишпишмака можно использовать как дрожжевое, так и бездрожжевое. Мы сегодня приготовили бездрожжевое тесто. Оно готовится из муки, молока, соли, сливочного масла. Все это замешивается и оставляется на 15-20 на расстойку. Начинка. Начинка приготавливается из мяса, картофеля, репчатого лука, перца и соли. Особенностью ишпишмака является не только его форма, но и сама начинка. Начинка в ишпишмак мелко нарезается и закладывается в изделие сырой, что придает особенную пикантность и изысканный вкус данному блюду. Для приготовления ишпишмака нам необходимо раскатать тестовые заготовки, выложить начинку и с 3 сторон сформовать изделие, придав ему треугольную форму. Лена Юрьевна, вот скажите, вот нужно иметь какую-то определенную технологию, да, вот защипания, или как? Или я просто могу взять и сделать? Или в этом есть какая-то особая технология? Ну, есть технология, но каждая хозяйка, у нее свои, как говорится, приемы. Есть несколько способов писания. Иголочкой, 2 пальцами защип, можно сделать одним боковой защип, можно просто пустить волну. Начинается изделие с обычной волны у молодых хозяек, а далее все сложнее и сложнее расписываются узоры. Буду учиться.